Я приветствую всех, кто смотрит нас в Камрате и Кишиневе в 7 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Саркелей. Сегодня среда, 22 марта, и самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Facebook, тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым, пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономии в стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Сегодня в выпуске у нас традиционно 3 гостя. В первой части выпуска мы поговорим с депутатом парламента Республики Молдова от партии «Действие и солидарность» УАЗу Нантой об избирательной кампании по выборам Башкана Гагаузии. Во второй части выпуска мы поговорим с Константином Тошемже, активистом становления Гагаузии, депутатом первого парламента Республики Молдова, о процессе возвращения исторических названий гагаузским селам в Украине. В третьей части выпуска мы поговорим с журналистом из Киева Иваном Капсамун о визите Си Цзиньпиня в Москву и как этот визит может сказаться на войне в Украине. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, у нас на связи по скайпу депутат парламента Республики Молдова от партии ПАС УАЗу Нантой. С господином депутатом я предлагаю поговорить о избирательной кампании, которая проходит сейчас в Гагаузии. Избирательной кампании по выборам Башкана, главы Гагаузии. Господин Нантой, здравствуйте, слышите ли вы студию? Здравствуйте. Ну, господин Нантой, вот идет эта избирательная кампания. Как она вам? Давайте так, с такого общего вопроса начну. Что-то вы давно следите за гагаузской политикой. Есть что-то, скажем, примечательное, на что вы бы обратили внимание? Ну, из Кишинева виднее иногда. Ну, в Кишиневе живет, наверное, 1800 жителей, и, как вы понимаете, далеко не все следят за тем, что происходит в Камрате или в гагаузской автономии. Но я обратил внимание на то, что никто не мешал Народному собранию и Башкану, например, заблаговременно привести в порядок избирательное законодательство, изменить норму, Уложение Гагаузии? Да, в уложении Гагаузии на предмет порога явки избирателей. Но, тем не менее, хотя все знали, что должны состояться выборы Башкана, Гагаузия пришла, ну, скажем так, в таком некоем внутреннем раздрае. Депутаты обвиняют Башкана Ирину Влак, что она не промульгировала эти изменения. Она обвиняет их в нарушении процедуры, но остается только надеяться, что явка избирателей будет достаточно активной, и выборы будут признаны состоявшимися. И это принципиально важно, потому что хронические попытки, то есть проваленные попытки избрать Башкана Гагаузии, они не принесут позитива ни Республике Молдова, которая сейчас должна иметь конструктивный диалог с Евросоюзом и демонстрировать, что у нас улучшается ситуация, ну, по всем параметрам, в том числе и из гагаузской автономии. Да и гагаузской автономии тоже не нужен такой внутренний кризис, в котором будет много взаимных обвинений и мало конструктива. Поэтому хочется верить, что кандидаты смогут убедить избирателей выйти на эти выборы. А уже все остальное я, наверное, воздержусь от комментариев, потому что если я позитивно оценю одного кандидата, его сразу окрестят в ставленника желтой заразы, но мы знаем, как это делается, и поэтому я, на этом остановлюсь. Единственное, что совершенно очевидно, что есть кандидаты очень разные. Некоторые делают ставку на прошлое, некоторые пытаются говорить, ориентируясь на день сегодняшний, может быть, даже на будущее. Но чем все это закончится, мы пока что не знаем. Единственное, что я поддерживаю господина Константинова, который призвал кандидатов не слишком оскорблять друг друга, потому что жизнь будет продолжаться и после выборов. И гагаузской автономии, равно как и Республике Молдова, нужны спокойные, нормальные выборы.
итоги которых не будут подвергаться сомнению никем. Ну хорошо, а вот вы сказали, что важно, чтобы выборы состоялись, и чтобы Гагаузия не вошла в затяжной кризис, связанный с кризисом вокруг выборов Башкана. И Кишиневу, я задаю вам вопрос как депутату парламента ПАС, вы хотите отвечать как депутат парламента ПАС или просто как Уазу Нантой? Вас, то есть Кишиневу в данном случае без разницы, кто выиграет, пусть даже это будет отъявленный кандидат, представленный Кремля, как бы, да. Есть ли для Кишинева в данном случае разница? Вы знаете, вот вы сказали ставленник Кремля. Ну и что? Что этот ставленник Кремля сможет принести позитивного для автономии? Да, он может делать... В данном случае, чтобы не создал больше проблем в Республике Молдова. Как бы. Ну, так нет. В данном случае есть президент страны, есть парламент, есть правительство. Я возьму на себя наглость отметить, что у партии ПАС 63 мандата, и мы можем, в принципе, менять закон номер 344 от 23 декабря 1994 года, потому что это не Библия, это всего лишь закон, даже если некоторые так называемые юристы из Камрата называют это договором о вхождении Гагаузской республики в состав Республики Молдова. Поэтому здесь я считаю, что наши сограждане из Гагаузской автономии, ну, они видели в прошлом разных кандидатов. Достаточно вспомнить, как в 2015 году, в марте 2015 года Российская Федерация изнасиловала избирателей из Гагаузской автономии, и Ирина Влах стала башканом Гагаузии. Ну, скажем так, аэропорт в Гагаузии она не построила. Судя по всему, она сейчас уже собирается строить космодром в Республике Молдова. Но это другая проблема. Я возвращаюсь к тому, что наши сограждане из Гагаузской автономии должны все-таки извлекать какие-то выводы из того, что происходило раньше. Не хочу говорить, что там есть своих ошибок или чужих ошибок, но они должны задуматься, а какой башкан нужен Гагаузской автономии, для того, чтобы жители автономии жили лучше. Вот и все. Если для кого-то лучше бегать с георгиевской ленточкой, ну что ж, это тоже позиция. Но я думаю, что все-таки рядовые граждане Молдовы, которые проживают в Гагаузской автономии, имеют те же проблемы, что и остальные граждане Молдовы, и, соответственно, должны исходить из этого. Хорошо, а вы видите попытки Кремля каким-то образом влиять на эти выборы? Я всегда иронически относился к тому, что кто-то обвиняет то ли Вашингтонский обком, то ли Кремль. Уважаемые сограждане, надо жить своей головой. И мы можем выслушать мнение и Вашингтонского обкома, и Кремля, и не знаю кого еще, или Папы Римского, но надо жить своей головой. Потому что некто Бернард Шоу сказал, что демократия – это такой механизм, который не позволяет людям жить лучше, чем они того заслуживают. Если нам не нравится, как мы живем, если мы плачем, что уезжает молодежь, и пустеет села, и мы жалуемся на бедность, на коррупцию, то, наверное, все-таки мы должны задуматься прежде тем, как опустить бюллетень в урну для голосования. И я повторяю, независимо от того, что скажет Кремль или Вашингтон. Да, мы живем в эпоху интернета, особенно телеграм-каналы, есть на любой вкус, на любой диагноз. Но, повторяю, выборы – это для того, чтобы люди голосовали так, чтобы они жили лучше, не так, как скажет им какой-то дядя или тетя. Ну хорошо, а если среди кандидатов нет людей, которые не поддерживаются Кремлем, как в этом случае будет? Ну, я к этому... Тогда остается наступить еще раз на те же грабли. Что ж, вперед из песни. А вот что происходит с партией социалистов, господин Нантой? Как вы это можете объяснить? Это раздрай,
часть социалистов поддерживает одного кандидата, часть другого кандидата? Или это какая-то игра с каким-то сценарием? Что это? Да нет, создается впечатление, что вот вы говорили про Кремль, поддержку со стороны Кремля. Создается впечатление, что после того, как Игорь Додон блистательно проиграл президентские выборы, Кремль поставил крест на проекте партии социалистов. И сейчас я не хочу там, опять же, кого-то называть кремлевским Штирлицем, я не знаю что, но Кремль делает ставку на другие политические проекты. Но в данном случае не вредно посмотреть на карту географическую и убедиться, что между Республикой Молдова и Россией есть Украина, а если на той карте еще есть и линия фронта, то можно убедиться, что путинская агрессия завязла, как минимум, на сегодняшний момент. И я повторяю, что в Кремле могут делать самого разного рода заявления, там, чем занимается некто Захарова или там Сергей Лавров, или так называемые депутаты из Госдумы, оказывается, у них есть парламентаризм в России, да. Но, повторяю, здесь надо жить своей головой и понимать, что единственный сценарий, который гарантирует мир Республики Молдова, это сценарий по последовательной интеграции в Европейский Союз. А я считаю, что все нормальные граждане Республики Молдова в первую очередь сегодня должны ценить мир и делать все для того, чтобы этот мир сохранить у нас дома. Ну хорошо, а если, допустим, Башканом Гагаузии станет явно прокремлевский, который поддерживает агрессию Кремля, как в этом случае Кишинев будет вести себя? Ну, есть такое выражение, что неприятности надо переживать по мере их наступления. И я не хочу взрывать информационное пространство в нашей молдавской Лужице, но я повторяю, что мы живем во времена достаточно жесткие, когда президент страны, в данном случае госпожа Майя Санду, открыто заявляют о существовании сценария по свержению нынешней власти, и мы видим скоординированные действия из Кремля и здесь у нас в Республике Молдова, тогда, в общем-то, если кто-то там попытается вести откровенно антигосударственную политику, тогда и методы будут соответствующие. Не хотелось бы, чтобы это кто-то воспринял как угрозу, что вот румынский нацик Нантой, да, и русофоб угрожает каким-то кандидатам. Нет, уважаемые сограждане, голосуйте сами, но думайте о последствиях. Ну хорошо, вот так, опять же, да, в продолжении темы с социалистами, такое ощущение, что они как бы уже бросили все дела в Кишиневе и сосредоточились только на Гагаузии. Такое ощущение, что они хотят сделать Гагаузию своим плацдармом. Как бы у них самостоятельная игра или как это вообще интерпретируется? Ну, опять же, я не следователь и не член партии социалистов. Эта партия никогда не была самостоятельной с того момента, как в 2012 году ее купил, по-моему, Игорь Додон у Валентина Крылова. Чтобы так быть. Она никогда не была самостоятельной, и Игорь Додон для меня это наш национальный позор и агент влияния Кремля. Поэтому я сомневаюсь в способности этой партии быть самостоятельным политическим проектом. И тот раздрай, который мы наблюдаем, что якобы партия социалистов поддерживает одного кандидата, а депутат, не будем упоминать его фамилию, поддерживает другого кандидата, и оба кандидата пророссийские. Это говорит, повторюсь, о кризисе этого политического проекта, о его неспособности быть самостоятельным политическим проектом. Ну и, соответственно, свято место пусто не бывает, особенно в избирательных процессах. Придут другие и скушают этот электорат. Хорошо, а вот мы говорим про социалистов, про Кремль, как бы. А вот у партии ПАС есть кандидат на этих выборах? Потому что все говорят, что у партии ПАС есть кандидат, но не могут сказать кто. Вот я у вас спрашиваю, есть у партии ПАС кандидат или нет?
Да, когда вы употребляете слово «все», наверное, это сводится к нескольким К шумным. нескольким комментаторам в интернете, да. Да. Я видел заголовок в интернете, где господин Гроссу сказал, что у партии ПАС нету кандидата, а у меня подход еще более простой. К сожалению, у партии ПАС нет сильной региональной партийной организации, которая выдвинула бы своего кандидата на должность Башкана. Мы не назначаем кандидатов из Кишинева, мы всегда стремимся, чтобы инициатива исходила, как мы говорим, снизу, от партийной организации, от рядовых граждан. Поэтому, если я слежу за баталиями, вижу те обвинения, слышу обвинения, что это кто-то кому-то продался, кто-то. Но это несерьезно и, скажем, и прискорбно даже так. Ну хорошо, вы здесь говорили несколько раз о том, что люди должны думать. Да, о том, что тот или иной кандидат даст Гагаузии. А вы видите в этой избирательной кампании дискуссии вокруг того, что получит Гагаузия в результате этих выборов или нет? Ну, Михаил, не требуйте от меня слишком многого. Я, скажем так, я стараюсь следить за политическими процессами в Республике Молдова и в Гагаузской автономии в том числе, но здесь есть вот эта взаимосвязь, что с одной стороны кандидат может предлагать все, что угодно, а все-таки есть его величество избирателей. Здесь вот важно, чтобы наши сограждане в Гагаузской автономии понимали важность этого выбора и выбирали, я повторяю, голосовали не против кого-то или за кого-то, а голосовали так, чтобы они жили лучше. И тогда я думаю, что наладится и диалог с Кишиневым, и Европейский Союз не будет таким страшным, и так далее, и так далее. Ну, по поводу Ирины Влах мы здесь упомянули, вот она обрушилась в последнее время с критикой в адрес госпожи Санду, вот там с Молдовы УНУ, что-то она там не поделила и так далее. Как вы это интерпретируете? Попытка создать образ жертвы или что это? Знаете, так как у меня есть имидж русофоба, то я процитирую басню Крылова «Слон и моська». Цитирую. «Пускай же говорят собаки, ай, моська, знать она сильна, коль лает на слона». Да? В данном случае Ирина Влах лает на Майю Санду. Но здесь я хочу сделать еще одно уточнение. По моему разумению, Ирина Влах никогда не была самостоятельным политиком. Я очень хотел бы вместе с ней, чтобы все было по-честному, пройти тестирование на полиграфе, на детекторе лжи, да? На предмет сотрудничества с ФСБ. И этот бы детектор лжи, на мой взгляд, показал, что ложь – это первое, что характеризует Ирину Влах. Повторюсь, аэропорт в Гагаузии она уже построила, сейчас она будет строить космодром в Республике Молдова. И да, она пытается привлечь к себе внимание. В идеале она должна получить бы... Вот она пытается представить себе уже жертвой, якобы Майя Санду ей угрожала. Майя Санду сказала всего лишь общую фразу, что те, которые будут предпринимать антигосударственные действия, к ним будут применены меры. Она не назвала ничью фамилию. Поэтому я повторяю, Ирина Влах – это не самостоятельный политик, Ирина Влах – это лживая личность, ну и наглая к тому же, да. И, конечно, она пытается просто привлечь к себе внимание, прибегая к этим агрессивным, примитивным нападкам на президента страны. Ну, я как гражданин высказал свою точку зрения. Если будут еще какие-то избирательные баталии, я не премину напомнить, как Ирина Влах вместе с Игорем Додоном витийствовала 2 февраля 2014 года, как она
кто правил ее речь, когда она объявила о своих намерениях стать Башканом в 2015 году. Не говоря уже о том, что 29 сентября 2008 года юная депутатка-коммуниста Ирина Влах вместе с 3 коллегами подписали законодательную инициативу о приватизации гостиницы «Кодру», от которого выиграл некто Плохотнюк. Поэтому все мы грешны, но, конечно, я повторюсь, Ирина Влах для меня образец цинизма, лжи, которая обманула граждан Молдовы из гагаузской автономии и сейчас пытается подготовить площадку для того, чтобы обманывать уже всех граждан Республики Молдова. Ну хорошо, с этой точки зрения я, наверное, перефразирую вопрос ведущего Молдова ООН, который задал вопрос президенту, да, на который президент ответила неоднозначно, да, о том, что все, кто работает против государства, должны быть наказаны. На эту фразу отреагировала Ирина Влах. Действия Ирины Влах представляют угрозу для государства, с вашей точки зрения? С моей точки зрения, для граждан Республики Молдова, которые обладают памятью, которые обладают критическим мышлением, Ирина Влах – это агент влияния Кремля, который пытается надувать щеки и заработать политический капитал, атакуя президента страны и надеясь на то, что попадет, очевидно, в следующий парламент. Поэтому в обществе, где люди себя уважают и не позволяют политикам и политиканам манипулировать собой, Ирина Влах для меня, я не считаю, что она представляет какую-то угрозу. Это, конечно, неприятно, но как в троллейбусе едешь и не от всех приятно пахнет. Но пережить можно. Господин Антой, я благодарю за то, что пришли к нам в эфир и прокомментировали ситуацию. Да. И да, мы, конечно, готовы предоставить реплику, если она придет. Она, видать, хочет прийти только не, я бы хотел с ней поучаствовать. Ну вот я об этом, да. Потому что у нас в Молдове есть такая печальная практика, что политики предпочитают переплевываться через партийные заборы. А это неправильно. В боксе положено выходить на ринг. Ну вот мы готовы организовать этот ринг на площадке Цены Свободы. Господин Антой, спасибо большое. Будем рады видеть вас еще. Спасибо. До свидания. У нас в студии Константин Петрович Товшамжи. Не знаю, здравствуйте, Константин Петрович. Здравствуйте. Как вас, не знаю, назвать? Один из основателей Гагаузии, точно можно назвать? Можно и так. Можно, да? Миротворец, да. Который... Все в одном флаконе. Все в одном флаконе, да. Константин Петрович, ну, во-первых, спасибо, что пришли к нам. Рада вас в очередной раз видеть у нас в студии. И с вами я бы хотел поговорить вот о чем. О процессе переименования или процессе возвращения исторических названий сел, которые происходят в Украине, среди гагаузских сел. Процесс инициирован, но там, скажем так, это важный процесс с моей точки зрения. Важно возвращать исторические названия гагаузским селам, но не все так однозначно и не все так гладко, к сожалению. Да? Ну, давайте начнем, ну, скажем, с самого простого. Ну, село бывшая Виноградовка, пока еще Виноградовка, историческое название Курчу, его все в Гагаузии называют по большому счету Курчу, особенно в тех краях, Вулканешский район, да, все его знают как Курчу. Вернули историческое название. Ну, давайте начнем, наверное, с самого начала. Вот как вы восприняли этот процесс и эту инициативу, которая была инициирована? Если лет 15-20 то, что происходило у нас в Молдове, и то, что происходит сейчас, не удивился ничуть. В один ряд можно поставить не только Курчу, не только украинское село, и юг, весь юг Молдовы. Ну вот если говорить, ну я не знаю, поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, вот в гагаузских селах в Украине больше претерпели переименование, чем гагаузские села здесь, в Республике Молдова. Как бы я не знаю, по-моему, ни одно гагаузское село не было переименовано во время Советского Союза. Я могу ошибаться. Больше всего там, да, то есть как бы Александровка, Димитровка,
Котловина раньше была Балбока, Виноградовка раньше была Курчу. Там больше претерпело на переименование. С чем это связано? Или у вас нет объяснения этому вопросу? Дело в том, что никто никому ничего не объяснял. Советская власть решила буквально однозначно называть, менять село Курчу. Отныне будет не Курча, а будет Виноградовка. Да, почему Виноград, никто не может объяснить. А то, что виноград там растет. Вот. Каракурт отныне будет Животневое. Живтнево. Нерденнери, Животнево. Главное, никто не объясняет, почему так. Вот. Значит, Кубей некогда, Червоноармейская. Ну вот так было. И то, что сегодня происходит, я бы хотел в первую очередь поддержать инициаторов. А может быть, одного из главных инициаторов, это Иван Капсамон. То, что до меня значит, разочаровывает, то, что происходит в этом селе в идеологии, в умах людей. В умах происходит нечто непонятное. И вот это не поддается объяснению. Что это такое? Они вроде бы все село, особенно те, которые 90-е годы посещали. Борис Федоровичем мы часто оканчиваем, вступаем в некий диалог. Борис Федорович был у нас, и он, кстати, не возражает, чтобы был, назывался, значит, исторически первоначальное название села. Михаил Иванович Адам, так уважаемые люди в селе, тоже был у нас. Он видел, какие процессы шли, особенно съезд депутатов всех уровней. Мы однозначно на съезде приняли это быть Гагаузией. Быть Гагаузией нашему этносу, возрождение своей государственности. Это относится не только к Молдове и Украине. Гагаузский этнос. Это одна и та же проблема, которая должна быть. Но мы не знали, и мы не ожидали, что так болезненно пойдут процессы. Не только у них, у нас тоже. Мы, Михаил, ты знаешь, когда мы попытались главную улицу Камрата назвать улицей первого нашего президента Степана Топола. Чем это закончилось? Не будет языка, не будет автономии. Кроме этого, значит, известно, что исчезли многие страны с карты мира. С карты мира исчезли многие народы. И вот сейчас, кстати, удивительно молчат наши лидеры гагаузской автономии. Ну, молчат и все. По поводу этого процесса вы имеете? Да, нет, по поводу исчезновения. Значит, это было в 2010 году, ты помнишь хорошо, Михаил, о том, что ЮНЕСКО, уважаемая международная организация, включил гагаузский язык в реестр исчезающих языков мира. Ну, под угрозой исчезновения, ну, скажем. Ну, не исчезновение языка. Михаил, исчезает язык, исчезает народ. Кто мы после этого? Никто. Русскоговорящие. Мы не гагаузы после этого. Да, мы не гагаузы. И вопрос и возвращение, по сути, Гагаузия, ну, с моей точки зрения, и с точки зрения очень многих тех, кто в Кишиневе смотрит на Гагаузию и в мире смотрит на Гагаузию, рассматривают Гагаузию как автономию, перед которой должна стоять одна единственная главная цель на данном этапе. Да? Это сохранение гагаузской идентичности, сохранение гагаузского языка, развитие гагаузской культуры. А это все не может начаться без возвращения и восстановления исторической памяти. Конечно, конечно. Вот это вот процесс возвращения гагаузских исторических имен гагаузским селам. Это часть той самой восстановления исторической памяти или нет? Конечно, конечно. Так почему же сопротивляются? А вот это парадокс. Вы знаете, Михаил, это полнейший парадокс. Если бы, скажем, эти ребята, наши патриоты, которые решили вернуть, как ты говоришь, историческую память, а ведь не может быть, чтобы не было истории. Любая маленькую родину мы имеем свою историю. Безусловно. Ты понимаешь, слово «Виноградовка» с точки зрения ментальности, с точки зрения энергии, она не поддается. Когда собираются ребята, гагаузы, без комрад, без курчулар, гордо говорят, некую энергию имеет. Без виноградов калдар. Без виноградов калдар не переводится. Поэтому, значит, сегодня я просто поражен, просто удивляюсь. Вроде бы образованные люди, есть там учителя в селе. Есть много известные люди, начиная директора школы, уважаемый Афанасий Георгиевич, значит, он директор, я не знаю, сегодня он директор школы там. Очень умные люди, думающие люди. Есть там Мария Федоровна Чабан, Борис Федорович Кальцев. Кстати, мы расходимся с Борисом, но относительно имени мы с Борисом, значит, одинаково, что историческую память нужно вернуть.
Вот, вернуть. Мы не переименуем, мы возвращаем. Мы Это возвращаем, очень важное, значит, то имя, которое забрали. важное замечание, да. Да, вот это очень важно. Это, мне кажется, что вот эта ментальность, которая сидит, советская ментальность, чисто советская ментальность. Вы знаете, я слышал такую версию, что Ачан Ишидирла Гагауз лафыны кесир унарын кесир кулакларны. Вот не приемлют люди гагаузские названия в топонимах, названия в селах, в названиях. Ну, то есть им режет слух, когда там улицы хотят переименовать там каким-то несоветским названием. Да. Есть такое? Есть такое ощущение у вас? Как бы? Вот эта привычка, да, которая... Обязательно, обязательно. Вот, например, на Народном собрании, вроде бы депутаты, более-менее люди образованные, может быть, начитанные немножко. Мы так предполагаем. И этот депутат, не назовем сейчас его фамилию, меня поразил. Еще активный такой, встал. Слушай, совершенно не ориентируется. Во-первых, знание много языков, русский язык. Мы же в проекты включили. Когда мы писали, кстати, мы добровольно являемся автором проекта «Гагаузери», там 3 языка. В 90-м году опубликовали его в газете «Гагаузскалка», по-моему, да? Да, значит, русский язык, молдавский язык и гагаузский в один ряд. И взяли, вычеркнули этот язык, и этот язык преподается как иностранный, на уровне иностранного языка, как и молдавский. Сегодня наша молодежь, университетская, образованная, не знает государственного, они могут устроиться на работу в Кишиневе. Они в Кишиневе не могут работать, не знают совершенства языка. Они не могут в Турцию поехать, они не могут, тем более в Турции мастерат, они берут наших бесплатно мастерат. Кто знает хорошо гагаузский? Вы посмотрите по Камрату. По Камрату меньше стали говорить на гагаузском языке. Полнейший парадокс, что происходит. Вот на наших глазах, разве мы знали в 90-м году, когда собирали депутатов всех уровней, значит, ура, аплодисменты, такая энергетика в Доме культуры о том, что собрали все депутаты всей Гагаузии, и Болградского района были на этом все, что отныне мы получим государственность, Гагаузскую республику со своими атрибутами, со своим языком. Какая радость была, как будто что-то такое произошло. А ради чего не создавали Гагаузскую республику? Теперь вопрос. Вот Потому что я уверен, что в зале вы, наверное, опрос не проводили тогда, не было времени для этого. Да? Вот зачем людям? Сохранить в чем цель? Утереть нос Кишиневу, сохранить здесь Советский Союз, либо запустить процесс, не знаю, там, восстановления исторической памяти гагаузов. Потому что если сейчас оглядываться назад и смотреть, к чему пришли, то историческая память не восстановили. Ее восстановлению сопротивляются, это мы видим. Это по всем фронтам, да, от возвращения исторических названий до восстановления исторической памяти, связанной с голодом. Да, вот единственное место, где есть мемориал по жертвам голода, это Вавдарме, село, которое вы упомянули. В других селах ни памятников, вообще ничего. Даже в Камрате нет памятника жертвам голода. Хотя это величайшая трагедия этого самого. И к чему мы пришли? Ради чего создавали тогда? В чем была ваша задача, вот как Константина Таушамжи, и в чем, с вашей точки зрения, была задача тех, кто участвовал на этих съездах и голосовал за него? Там однозначно все голосовали. Во-первых, Михаил, там были лидеры гагаузского движения. Гагаузскалка. Меньшинство. Гагаузскалка это 0,5%. Но они двигали, как наконечник был. И в Доме культуры собрались все депутаты всех уровней. Тоже меньшинство, но зато они самые сильные. Там гудело все буквально. Сельских городских советов, да? Нам еще помогал Народный фронт Молдовы. Они сказали, нет автономии от противного, потом встал Малый и Стар на защиту автономии. И нам казалось, что сейчас, если мы получим автономию, то у нас все пойдет в 3 аспектах. 3 аспекта. Первое – экономика. Мы будем сами править нашей экономикой. Своя концепция, мы сделали собственную концепцию, развитие, свою экономическую концепцию. Наш язык будет развиваться наравне, русским наравне со всеми. Вот. И статус у нас будет, свой статус. Все 3 аспекта мы потеряли. Сегодня нет. Я могу публично здесь сказать и заявить о том, что гагаузской автономии сегодня нет. Все 3 аспекта загублены. Мы статуса своего не имеем, мы как район. Язык стал на уровне иностранного, экономику мы не имеем, мы район. Мы район ждем, какие трансферты мы получим оттуда. Вот, для того, чтобы их распределять то, что здесь, произошло. Да. Вы можете сказать в наш адрес Конститута, вы же были там, как это так, вы упустили. Нет, мы сделали все возможное с флагом
волка с этим флагом. Приходит другая группа, нам говорят следующее, корректно, говоря корректным языком: вы устали, отодвиньте в сторону, мы придем. Всё, дальше мы сами, да? Дальше мы сами. Значит, они И это те, которые сопротивлялись процессу возрождения гагаузского Не флага. только у нас, и в Кишиневе так сказали. Сказали: Снегур, отойди, я Лучинский, первый стар ЦК буду. Нам комрате сказали: отойдите, вы Гагауз халкы, я первый стар райкома табунщик. Приходят они. Вот таким образом произошел откат назад. И мы вот там потеряли. Сегодня, дай-то Бог, мы еще, у нас еще силы энергии достаточно, мы, патриоты, часто собираемся и с огорчением, и возмущением. Мы возмущаемся тем, что происходит. И нам придется заново делать это автономией. Поэтому переименование, где у нас, значит, столкнулись... Возвращение исторических имен. Да, исторический мир был не обязательно. Одним из главных моментов, это непросто. Это не просто мы называем улицу... Во-первых, я вам скажу более того. Улицы в нашем селе, как и в вашем селе, как и везде, они носят писателей почему-то. Гоголя, Достоевского, там еще какие-то... В моем селе ни одного писателя. Там Котовский, Ну, у вас 28 у вас июня, мало улиц, а у нас 10 больше улиц. улиц, комрате. Да. Вот. И мне кажется, что, значит, генерал-губернатора Инзова в комрате в Болграде сделали совершенно справедливо. Если бы в нашем селе, в Курче, назвали бы улицу Инзова, действительно, в каждом селе можно было назвать это юг. Именно генерал-губернатор Инзов, когда заселялись в Болгарии эти села, эти народы здесь, болгары, гагаузы, это вяжется. Но в Украине Но это будет связано с имперским прошлым Российской империи. Значит, ну, может быть так, но во всяком случае эти люди, даже Пушкина допускаем. Вот. Но других названий улиц, Михаил, без всякого преувеличения, слово «курчу» почему так назвали? Почему? Куртчу. В Турции, я знаю, есть выражение «куртчу köpek». Значит, волкодав. Собака, которая сильнее волка. То есть именно вот эта энергетика курчийская наша. Ведь в каждом селе можно дать характеристику этих людей. Ну, есть особенности каждого села. Безусловно. У нас есть свои особенности. Все самое позитивное, самое лучшее в Болграде и в Одессе ты найдешь в нашем селе. Дай гордиться немножко. Даже без преувеличений, значит, статистика. Значит, есть два лидера там, Георгий Михайлович Кочмар и Георгий Петрович Тережи. Ты знаешь, если аграрники нас сейчас слушают, значит, если в комрате, чтобы получить за квоту зерно, под мышкой 3-4 мешка и все на этом. А там целые тонны они получают. Больше всех они выдают зерно. Это кормилица. И один из них поддержал в Совете, насколько я понимаю. Да, один из них, Кочмар, по-моему, да? Георгий Михайлович, да, поддержал это. Возвращение исторического Да. названия. А почему бы, слушай, я вот так думаю, а почему не называть в селах этих людей, которые вот, это кормилицы своего рода? Что мы ищем каких-то писателей назвать эти улицы? Мы же хотим знать свою родину. А как мы назовем свою родину? Курчи это где? Где мы все выросли? Это малая родина. Есть родители прямые, которых мы должны уважать. Есть прародитель. Прародитель – это село. Вот мы прародители этого села, поэтому мы должны чтить это село. И не обижать тех, которые ушли в иной мир. Душа где-то в небесах, они создали, назвали это село, мы пришли и сказали: нет, не будет курчу, будет виноград. Откуда? Кто так сказал? Какой-то диктатор пришел и назвал: вот такое село ваше будет. Поэтому сегодня я обращаюсь к нашим очень уважаемым людям, я обращаюсь к интеллигенции, уважаемые наши, если хотите, братья, мои земляки и так далее. Давайте мы войдем в историю с хорошей стороны. Давайте мы вернем наше имя, наше название нашего села. Ведь Каракурта же вернули в село. Кубей, я знаю, Чанармейское тоже было, теперь, значит, Кубей. Давайте вернем. Это очень много значит. Это возвращение села, это очень много значит. Кроме этого, Михаил, если я сказал, что мы, значит, с позитивной стороны,
очень многое сделали. Есть и негативная сторона наших сельчан. Где драка, в Волгоградском районе, это наши обязательно участвуют в этой драке. Но представляете, есть один уникальный случай. Самая овчарка, собака где? У полицейских. Наши зашли полицейские, украли эту собаку. Ну как какой-то Курчинский. Курт это волк, серый волк. Вот, ты понимаешь, еще один момент по поводу энергетики. Значит, в Камрате спортивный клуб, спортивный лицей назван, как назван? Боскурт, да? Боскурт, да. Боскурт, Боздяновок. И ты знаешь, какая энергетика, значит, когда выходят на борцовский ковер, ты представляешь, ребята раскакивают в Кишиневе и объявляют, на ковер приглашаются серые волки. Ты понимаешь, ребята выходят и побеждают. Мантра, энергия определенная. Поэтому давайте. Очень много аргументов господин Таушамжи привел сюда в пользу возвращения исторического названия села Курчу, поэтому я думаю, ну тут просто уже аргументов больше не осталось с другой стороны. Константин Петрович, я благодарю вас за то, что пришли к нам сегодня. Высказали свое мнение по этому важному событию. Я надеюсь, все, кто в Курчу увидит это интервью и примут правильное решение. Единственное правильное, с моей точки зрения, единственное правильное, это возвращение исторического названия. Это был Константин Петрович со своим мнением относительно важного процесса, который происходит сейчас в гагаузских селах Украины, возвращение исторических названий. Друзья, у нас на связи по скайпу Иван Капсамон, журналист из Киева. Наш коллега с Иваном, я предлагаю поговорить о визите Си Цзиньпиня в Москву, что это вообще могло бы значить и как это может отразиться на ходе войны в Украине. Иван, приветствую тебя. Добрый день. Иван, вот мы видим, Си Цзиньпинь приехал в Москву, вчера, по-моему, приехал, у него 3-дневный визит, сегодня 2-й день из того, что мы знаем, да, уже очень много заявлений сделано, и как бы сейчас мы пока, наверное, уже можно делать определенные выводы из того вообще, зачем нужен был этот визит и как бы почему Си Цзиньпинь туда едет. Но хотелось бы услышать твой взгляд, как ты оцениваешь этот визит, зачем он нужен был Си Цзиньпиню и зачем он нужен был Путину? Ну, в целом, я думаю, нужно исходить и понимать, как я это вижу, из той стратегии, которую пытается реализовать Китай в отношении России. Ну, если брать глобальные, то в отношении геополитики региона, ну и в противостоянии с Западом в том числе. В отношении России Китай рассматривает Россию как такого себе партнера, но точно младшего партнера. То есть сильная Россия для Китая не нужна, им нужна контролируемая Россия с огромными ресурсами, которые можно будет в дальнейшем в том числе использовать. Но в данном случае, когда Россия развязала войну против Украины, и в том числе, как она заявляет, ведет ее и против Запада, то, конечно же, Китай использует Россию как определенный таран для противостояния с Западом, с Европой, Соединенными Штатами и так далее. Ну, если мы вспомним более ранние времена, если раньше Советский Союз рассматривал Китай как такого младшего партнера, союзника, то сейчас позиции поменялись. Сейчас уже Китай играет, во всяком случае, стремится играть первую скрипку, а уже россиян они рассматривают как в такие себе помощники, которые, конечно же, имеют ядерное оружие, имеют ресурсы военные определенные, не говоря о экономических ресурсах. Почему сейчас приехал Си Цзиньпинь? Я это вижу в том, что он приехал поддержать путинский режим, потому что та стратегия, на которую рассчитывал Китай с самого начала перед широкомасштабной агрессией России против Украины, она не пошла по тому сценарию, на который рассчитывала как Москва, так, собственно, и Пекин. Потому что... Ты хочешь сказать, что у Китая тоже были какие-то свои планы, свои виды на эту войну? Ну, во всяком случае, они рассматривали этот конфликт, который собирается развязать более широкомасштабная Россия, с пользой для себя. В каком параметре? В первом,
что если Москва добивается успеха, а не секрет, что у них задача была завоевать Украину, расширять свои позиции на бывшем советском пространстве и так далее, то не исключено, что Пекин, возможно, решился бы на решение вопроса с Тайванем. То есть они бы увидели, что россиянам это сошло с рук, то есть Запад ничего не смог сделать, не смог помочь защитить Украину, ну и, соответственно, проглотили бы это. Ну и тогда можно было развязывать конфликт там, и решать вопрос с Тайванем. Поскольку этот сценарий не прошел, и Россия очень так серьезно увязла в Украине, она не реализовала абсолютно те планы, которые она ставила перед собой, то китайцы, они не проиграли точно, но их планы просто немного поменялись. Наверняка они откладывают планы по Тайваню. Об этом многие аналитики тоже заявляют, что это, возможно, произойдет через 3-4 года, к 2027 году, то есть китайцы будут дальше готовиться и так далее. Ну а в отношении России они поняли, что Россия не способна реализовать те планы, которые она ставила перед собой, но не способна реализовать тот первый сценарий, возможно, о котором они договаривались, потому что не будем забывать, что Путин встречался с Си Цзиньпинем до начала широкомасштабной агрессии. И, возможно, на Олимпийских играх. На Олимпийских играх, по-моему, был, да? Да. У них была встреча, соответственно, они, скорее всего, обсуждали эти сценарии. Ну, поскольку сегодня все поменялось, ситуация поменялась, то для сверки своих планов нужен был этот визит. И плюс Китай показывает, что они пытаются помочь России, чтобы она окончательно, ну, скажем так, не скатилась и не проиграла. Потому что для Китая тоже важно, чтобы Россия до конца не проиграла, чтобы ее можно было в дальнейшем использовать в своих определенных планах. Вот для этого и необходимо. Ну, конечно, не говоря о том, что они сейчас говорили о экономических вопросах, о ресурсах, которые будут поставляться в Китай, конечно же, о военных вопросах. То есть однозначно Россия хотела и хочет и рассматривает Китай как страна, которая бы поставляла оружие России. Возможно, даже рассматривает китайцев в том качестве, как Запад для Украины. И я думаю, что Путин мечтает об этом, чтобы были большие военные поставки с Китая в Россию. Тем более мы видим, что уже и существует определенный артиллерийский голод для России и вообще в военном обеспечении. Поэтому, конечно, надежды у россиян очень большие на китайцев. Но с их реализацией навряд ли будет позитивный результат. Хорошо, а вот Китай пойдет на то, чтобы помогать России? Ну, во-первых, мы видим очень длительный визит, 3 дня. Как бы. Обычно такие визиты долго так не проходят. Ну, в современном мире как бы это редкость, такие длинные визиты. Это говорит о том, что это скорее некий символическая вещь, как бы убедить всем, что все серьезно, или там действительно очень насыщенная повестка? Как вы думаете? Я думаю, что все-таки повестка достаточно насыщенная. Кроме символичности, о чем я подчеркивал, конечно, повестка достаточно насыщенная. Я думаю, там и финансовые вопросы, там экономического характера, ресурсного характера, о чем они будут и должны тщательно договариваться. Возможно, китайцев еще также интересуют там определенные технологии, которые они не имеют по определенным отраслям. И это тоже будет обсуждаться. Конечно, обсуждаются политические вопросы, противостояние с Западом. То есть спектр вопросов достаточно широкий, плюс. Но это еще и говорит о том, что, вот, по-моему, Си Цзиньпин вчера сделал заявление, как бы Си Цзиньпин однозначно заинтересован в том, чтобы Путин сохранил за собой власть после 2024 года. Потому что Путина еще называют таким лидером прокитайской партии в России, как бы, и однозначно Путин ему выгоден. То есть, понятное дело, кого Си Цзиньпин и кого Китай будет поддерживать на следующих выборах 2024 года. Ну, если там вообще будут выборы. Ну, потому что для Си Цзиньпиня и Китая Путин уже понятен. То есть в течение длительного времени они с ним сотрудничают и достаточно успешно, потому что существует такая тихая экспансия китайцев на Дальнем Востоке, и Путин этому фактически не препятствует.
Плюс существуют, конечно же, большие там риски в случае, если теоретически представим, что Россия будет валиться чисто территориально. Это тоже для китайцев, конечно же, существуют определенные риски, учитывая более 4000 километров общей границы. То есть им как бы пока нужна вот такая Россия, путинская Россия, достаточно слабая Россия, тем более Россия, которая будет более покорна, потому что союзников-то у нее фактически очень мало. Может там перечислить еще Иран, возможно, некоторые еще другие страны. Вот и все. Поэтому сейчас для китайцев положение России достаточно выгодно с тем, чтобы ее использовать. Плюс, Михаил, не надо забывать, что не так давно китайцы презентовали свой так называемый мирный план в разрешении российско-украинской войны, хотя они в этом плане даже ни разу не назвали этот конфликт войной. Ну, кстати, да, этот мирный план, он больше, по-моему, выгоден России, чем самому Китаю, чем Украине. То есть, как бы он, с моей точки зрения, и с точки зрения очень многих экспертов, он просто продвигает точку зрения России. Конечно, да. Он продвигает точку зрения России, плюс пытается, конечно же, представить Китай в качестве такого миротворца. Хотя там набор пунктов, ну, такого философского характера, там очень мало конкретики. Но опять-таки, для чего это делается? Для того, чтобы, например, после того, как был предложен этот план, понятно, что он выгоден России, он не выгоден Украине, и Украина на него соглашаться не будет. После этого, например, китайцы, предположим, могут заявить, а украинцы не соглашаются с этим планом, и таким образом развязать себе руки. То есть мы хотели помочь, они не хотят. Ну, тогда у нас развязываются руки, в этом плане они могут тогда больше там помогать россиянам, то есть в открытую там поставлять какое-то оружие. Ну, ты думаешь, они пойдут на это, потому что очень многие говорят, что в этом случае как бы Запад может пойти на санкции, как бы насколько вообще вероятен? Я думаю, они будут прощупывать ситуацию. Во всяком случае, вот там спрогнозируем, да, что Украина не идет на этот план, а она не может пойти на этот план проигрышный. Дальше там, возможно, будут заявления китайцев о какой-то большей помощи для России, и они будут прощупывать, а как будет реагировать Запад на это. И уже дальше, исходя из этого, они будут действовать. Хотя некоторые пункты, как, например, там беспилотники, наверняка они уже поставляют. Или какие-то... Комплектующие, да? Да, какие-то комплектующие однозначно. Или те же беспилотники, которые можно, скажем, испробовать на территории Украины. Не секрет, что в таких конфликтах всегда используется новое оружие, испытывается новое оружие. Для Китая это тоже площадка, где можно испытать определенные вооружения, и думаю, что они это будут в том числе делать. Ну вот коллеги дали этот самый, только что цитату, вернее, пункты этого мирного плана, вот вернули. Самый первый пункт, он однозначно не выгоден Украине, да, прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Это означает, что зафиксировать ситуацию там, где она есть сейчас, как бы, и приступить к переговорам, там, не знаю, третьего Минска или что-то вроде этого, да, то есть, как бы, вот, Украине это однозначно не... Исходя из этого, вот это вот решение, потому что, да, очень многие, и вы сказали сейчас, Иван, о том, что, как бы, если Украина откажется, то Китай скажет, ну все, вы развязали нам руки, мы попытались, вы не хотите, как бы, ну, вы не хотите, как хотите, мы идем дальше поддерживать Россию. В этом плане решение Международного уголовного суда не является ли дополнительным аргументом в поддержку Украины? Да? Поэтому если Китай сейчас примет решение поддержать, в том числе и военно Российскую Федерацию, то фактически он поддерживает, помимо, мало того, что государство, объявленное спонсором терроризма, но и государство, которое возглавляет человек, в отношении которого выдан ордер на арест, который совершил преступление против человечности. Можем ли, насколько Китаю в этой ситуации удобно или комфортно, или возможно продвигать свой мирный план? Я думаю, что для них это не играет такой большой роли, потому что даже этот приезд Си Цзиньпиня в Москву, он уже состоялся после того, как стало известно о решении об объявлении розыска Путина. То есть даже после этого Си Цзиньпин все равно решил приехать в Москву для того, чтобы показать, что он поддерживает Москву, поддерживает Путина. И дать таким образом сигнал, в том числе и западному сообществу, что, ну, ваши решения мы как бы берем во внимание, но мы все равно будем продвигать свою
Политику, конечно же. Ну, с другой стороны, если мы даже объективно посмотрим на ситуацию, то китайцам тоже необходимы союзники. Собственно, союзники, вот и это и есть диктаторские режимы. Китай, Иран, Россия, ну, где-то Северная Корея. То есть этот круг, он небольшой, но они будут все равно поддерживать друг друга. Плюс, ну, китайцы никогда особо, скажем так, не обращали внимания на защиту там, прав человека. То есть для них решение Международного суда об объявлении в розыск Путина, ну, это, скажем так, не имеет большого значения для них. Поэтому они будут действовать так, как и они действовали до сих пор. Плюс они показали, что все равно они поддерживают Путина. А с другой стороны, когда Путин становится фактически персоной нон-грат для большинства стран мира, которые подписали Римский статут, то он таким образом все равно становится еще в большую зависимость от того же Китая. То есть, ну куда ему еще ездить, опять-таки? Китай там и в некоторые страны. Ну, хотя мы знаем, что, например, те же Соединенные Штаты не подписали Римский статут. Вдруг... Я не думаю, что он в Штаты поедет, как бы, да? Вот, я тоже не думаю, что он поедет в Соединенные Штаты. Да, и Байден поддержал решение Международного уголовного суда, кстати, да. Конечно, да. Ну, кстати, хорошо, если говорить об, опять-таки, решении МКС и Римском статуте, Путин ограничивается и в еще одних действиях. Обратите внимание, что, например, раньше Путин куда выезжал? В основном в Среднюю, Центральную Азию. То есть он там собирал вот этих ОДКБ, Евразийский союз и так далее, куда приезжали там буквально 3-4 страны бывшего Советского Союза. Но я подчеркну, что, например, тот же Казахстан подписал Римский статут. То есть, и выехать сейчас даже в Казахстан тоже Путину будет сложно. И тот же Таджикистан. И Таджикистан тоже, по-моему, подписал, да? То есть... Таджикистан я не помню, но Казахстан я точно запомнил. То есть даже в Центральной Азии у Путина тоже ограничивается возможности передвижения. Хорошо, но это что касается Китая. То есть мы понимаем, что Китай как бы на решение Китая дальше поддерживать Россию, этот ордер на арест Путина никак не повлиял. Ну, это оно в принципе видно. Хотя мы не знаем, как бы, что они там обсуждают, но очевидно, что Си Цзиньпинь как-то не взял во внимание этот ордер на арест. Может, взял, но как-то так просто принял к сведению. Но вот что касается Украины, усиливает, потому что после визита в Китай анонсированы переговоры с президентом Украины Зеленским, да, то есть как бы по поводу этого мирного плана. Что в этом случае? То есть получает ли Украина благодаря вот этому ордеру укрепление своей позиции и возможность стоять до конца и не принимать этот мирный план в случае, если этот мирный план не устраивает Украину? Ну, однозначно решение МКС — это усиление украинской позиции. Более того, я скажу, что это означает очень большой такой сигнал, что западные элиты все больше или окончательно определились, к какой стороне и куда они относят Путина. То есть они его рассматривают в качестве преступника. И, конечно же, в этой ситуации они показывают всему миру, что если рассматривать вот эту концепцию, которая сейчас готовится в контексте контрнаступления украинской армии, то я рассматриваю решение МКС также в этой же концепции. Потому что Запад и Украина рассчитывают не просто освободить свои территории при помощи контрнаступления. Более того, они рассматривают уже Путина как преступника. То есть конечная цель не просто освободить наши территории, а посадить на скамью подсудимых и осудить за их преступления вот этих преступников в России. То есть это является такой конечной целью, и Запад показывает, что они приняли решение в отношении данного персонажа. И думаю, что в дальнейшем будут еще подобные решения, которые, сейчас же не секрет, очень идет системная работа по созданию специального трибунала, которая бы судила потом преступников из России. Поэтому это все системные вещи, они взаимосвязаны между собой. Еще важно подчеркнуть, что вот первый визит, то есть первоначально, понятно, Си Цзиньпинь поехал в Москву, но после этого говорилось о том, что он будет созваниваться с Зеленским.
Конечно, для украинской стороны лучше, чтобы это было равнозначно, чтобы был бы визит Си Цзиньпиня в Киев. Почему нет? Ну а так получается, что сначала встречаются с Путиным, они обсуждают, скажем, свои дальнейшие действия, а уже потом будет общение по видеосвязи, и, скорее всего, это будет то, о чем вот я ранее говорил. То есть китайцы будут говорить о своем мирном плане там, и так далее, ну, для того, чтобы сделать такой жест доброй воли, от которого Украина, скорее всего, откажется. Но если исходить в целом из концепции отношения китайцев к этой войне, то это не является удивительным. Это как раз является в рамках вот их геополитической позиции. Ну хорошо, а с твоей точки зрения, вот этот визит Китая и явно, с моей точки зрения, формирование коалиции, уже как бы официальной коалиции Путина и Си Цзиньпиня, и понятное дело, против кого и против чего, не только против Украины, но в целом против Запада формируется эта коалиция, она как-то может сказаться на ходе войны, с твоей точки зрения? Она может сказаться в одном случае, если китайцы позволят себе, если им позволит Запад поставлять вооружение России. Если это произойдет, или же если, более того, там, договорятся о больших поставках со стороны Ирана России, то, конечно, тогда у России появится больше возможностей, и Украине будет труднее защищаться, отвоевывать свои территории и так далее. То есть война затянется намного больше. Но тут еще дело в том, что, собственно, то, что делает Россия, и то, что китайцы поддерживают даже в такой латентной, сейчас уже более открытой форме Россию, с другой стороны, на самом деле, это же сплотило и Запад. Это сплотило Запад, это сплотило не просто Запад. Посмотрите, сегодня даже нормализовались или идет к этому отношения между Южной Кореей и Японией. Усиливается взаимоотношения между Австралией, Британией, американцами. То есть вокруг, скажем, Китая, вокруг России усиливаются геополитические союзы западного мира. Поэтому эти все действия, наоборот, привели к тому, что западный мир сплотился, они будут больше и сильнее помогать Украине. Ну и здесь, собственно, вариантов у китайцев не так много. Плюс, Индия присоединилась к санкциям, то есть это говорит о том, в каком направлении движется Индия. То есть, да, индийцы, они выдерживают такую более нейтральную позицию, хотя они неплохо качают ресурсы из России, они закупают там ресурсы, с другой стороны, в том числе, частично присоединяются к санкциям. То есть они просто пытаются использовать данную ситуацию. Но не надо забывать о возможностях Запада, который все-таки может повлиять с помощью санкций, в том числе и на Китай. И я думаю, что китайцы это тоже прекрасно понимают. Они достаточно зависимы от Запада в том числе, несмотря на развитие своей экономики, там, своих технологий и так далее. Ну, посмотрим, чем это закончится. Но в любом случае желаем Украине скорейшей победы для того, и восстановления территориальной целостности Украины. Спасибо, Спасибо, Иван. Михаил. Спасибо за то, что пришел к нам в эфир. Будем рады видеть тебя еще. Спасибо, удачи. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Сцена свободы». Не забывайте подписываться на нас в YouTube и Фейсбуке, ставить лайки и делиться этим видео, чтобы его увидело как можно большее количество людей. Увидимся на следующей неделе во вторник в 19:00 в новом выпуске «Сцены свободы». До свидания.